Астамур Умарович, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый день, Белла. Буквально на днях я наткнулась в одной из соцсетей на такое видео, где одна из туристок, которая отдыхает у нас в стране, катаясь на лодке по озеру Рица, расплакалась. Это были эмоции счастья, волнения, наверное, какого-то. И она в этом видеоряде попыталась объяснить, что именно побудило к такой реакции. Она была впечатлена такой природой, красотами нашей страны, и для нее это было впервые настолько остро, что человек не смог просто сдержать эмоций. Со своей стороны, конечно же, что мы можем, да, вот лично я могу сказать, что несмотря на то, что наша страна является туристической, и она открыта для всего мира, для посещения туристов, да, конечно же, помимо красот, великолепия, да, природы, ландшафта, у нас еще есть и культурная составляющая нашего этноса, безусловно, и архитектура, которая не может оставить никого равнодушным. Но в преддверии курортного сезона хотелось бы, конечно, чтобы вы, будучи министром туризма нашей республики, дали свою трактовку, свое видение ситуации на сегодняшний день. Вот с учетом того, что страна набирает обороты в этой сфере, существенно наблюдается тенденция роста строительства туристических объектов, объектов общепита, ну и других мест, да, и размещения, и развлечений. На ваш взгляд, насколько страна шагает ногу со временем, с потребностями для туристов? Еще раз здравствуйте. Ну, в первую очередь, спасибо за то, что пригласили. Вот с чего хочу начать. По этой женщине, туристке, которая отдыхала, дай Бог, чтобы всегда наша страна, наши люди, наша природа вызывала именно положительные эмоции у наших гостей. И если кто-то и расплакался, то только вот по таким положительным чувствам, которые вот передает наша природа и наши люди. Хотелось бы, чтобы передавали тоже. Что касается туристического сезона, который нам предстоит, который начинается уже, я могу сказать следующее, что мы все с большой надеждой, весь наш коллектив, с которым я вот буквально несколько дней как работаем, ждем начала этого сезона, очень надеемся на то, что сезон будет успешным. Для этого есть все предпосылки и, значит, климатические условия вокруг нас и ситуация, к сожалению, с военными действиями, тоже недалеко от нас, да, политическая. И хотелось бы еще и положительные какие-то вещи отметить. Это, безусловно, уже третья встреча руководителя Абхазии Бадра Зурабовича с руководителем России Владимиром Путиным. Это серьезно отражается на фоне, как подается наша страна. Вы все видите, наверное, по российским телевизионным каналам, в средствах массовой информации. Открыто россияне, наши коллеги, друзья говорят, что Абхазия для нас дружелюбна, открыта. Люди нас ждут там, мы на самом деле ждем наших друзей и гостей в Абхазии. И я думаю, что с этим будет связан, будем надеяться на то, что поток увеличится в Абхазию. Что касается каких-то конкретных, скажем так, проектов, как увеличить привлекательность Абхазии для того, чтобы туристов еще больше становилось в Абхазии, не могу не отметить открытие нашего аэропорта наконец-то. Да? Мы ждем, безусловно, чтобы география городов расширялась, с каких городов к нам будут прилетать гости. И открывая аэропорт, мы, безусловно, надеюсь, разгрузим границу. Тот электропоезд, который пошел, это все привлечение, как мне кажется, дополнительно наших гостей, дополнительное количество гостей в Абхазию. Будем надеяться, что наш народ, который, как и в принципе в любой туристической стране, а это именно так, работая, многие люди работают и содержат свои семьи, именно зарабатывая вот в этот туристический сезон. Конечно, нам очень хочется сделать все, чтобы сезон длился
не 3 месяца, а 5, 6, 7, Круглый даст год, Бог да. вообще круглый год. Но надо с чего-то начинать. И есть идеи, как это сделать, чтобы этот сезон был длиннее, чем обычно. Очень надеюсь, что все это у нас получится воплотить в жизнь. Ну вот, как вы сказали выше, страна имеет выгодное геополитическое расположение, климатические условия, ценовая политика тоже не может не радовать, да, наших гостей. Но вот хотелось бы, чтобы мы вот сейчас поговорили о таком понятии в туриндустрии, как демпинг, который отражается, к сожалению, на малом и среднем бизнесе в этой сфере. Как вы можете прокомментировать? Да, вы знаете, у меня и много и друзей, которые являются собственниками небольших, скажем так, гостевых домов, гостиниц. Это все наши люди, это люди, которые, к большому счастью, своим трудом, какими-то возможностями смогли из года в год построить, добавляя по одной комнате, по 2 комнаты. И вот они так содержат свои семьи. Мы, конечно, обязаны их поддержать, заботиться о них, найти ту форму сотрудничества и с крупными объектами, и с крупными туроператорами, для того, чтобы не страдал наш малый бизнес. Вы говорите демпинг. Вы знаете, вот буквально позавчера мы были в Очимчирском районе и заезжали вот в объекты там, в Тамыше, в Очимчире. Да. Хочу вам сказать, что там, где работают крупные туроператоры, там достаточно высокая заполняемость. Вот даже в мае месяце 90-95% заполняет. Да, это вот цена какая-то очень низкая, минимальная, но мы не должны забывать, что есть понятие мультипликативного эффекта, что люди, которые проживают на этой территории, они ездят на экскурсию, по дороге заходят в ресторан, в кафе, покупают сувениры и так далее. Это тоже наши люди зарабатывают вот вокруг, находясь этих объектов. Но с другой стороны, в одном из объектов в этом году один крупный туроператор не работает. И они говорят, что при нем было 95% загруженности, а сейчас и 15%. Есть и вот такие, понимаете, цифры. Еще раз повторюсь, нормальная экономика любого развитого государства держится на малом бизнесе. Мы, конечно, должны поддержать наших людей. Еще раз, найти форму, которая бы устроила и крупных туроператоров, и крупных ательеров, но не вредила бы, не мешала бы, главное, нашим людям. Еще раз, много раз буду повторяться, люди, которые своими силами, зачастую это без помощи государства, смогли реализовать какие-то проекты. Эти проекты содержат их семьи. Это не один человек, не два, их, я думаю, тысячи по Абхазии. Мы не должны об этом забывать и сделать все для того, чтобы поддержать этих людей. Но я хотел бы предостеречь и другую часть общества, которая там, знаете, громкими словами, я читаю много чего, нельзя. Мы не можем, значит, поставить под угрозу авторитет абхазского государства, значит, привлекательность Абхазии как туристической отрасли. Просто хотелось бы всех попросить более быть сдержанными в своих высказываниях, речах, потому как все это видится, интернет-пространство глобальное, люди читают. Соблюдать этику. Конечно, люди могут испугаться, не нужно этого делать, понимаете, надо быть немного более сдержанными. Толерантнее. Вот нельзя не сказать, что восточное направление сейчас, последние вот годы, да, набирает новые обороты, более становится популярным. Будут ли организовываться какие-то новые туристические маршруты, что-то будет меняться в дорожной карте туриндустрии во всех направлениях? Это как и туристический, гостиничный бизнес, да, культурная составляющая, гастроиндустрия. Вот на ваш взгляд, что? Да, если можно, опять же, вы знаете, что мы посещали восточную часть Абхазии, в первую очередь мы были там. А вот что я хочу отметить. Мне очень приятно, что, конечно, из года в год количество людей увеличивается, которые как отдыхают на той стороне, так и ездят на разного рода экскурсии. От самых горных таких городов до, значит, побережья. Но мне нравится вот еще одна идея, в смысле реализованный проект в
Западной Абхазии. Это касается так называемого Золотого кольца, когда туристы приезжают, ну, это массовость туристов, это там однодневки, так называемые, которые приезжают и за один день, буквально до вечера, посещают Афон, Рицу, Гагру, Пицунду, ну, там, в зависимости от тура, да, и уезжают. Вот что-то подобное, мне кажется, можно постараться организовать на территории Восточной Абхазии, потому как у нас в селе Кинги есть прекрасные источники, у нас есть интересные пещеры, хочу вам сказать, вот я был Да, в вот одной из именно них, в селе хотелось бы Отап. отметить именно. Да, такое. это муниципальное предприятие, которым, ну, заведует один человек, живущий там. Конечно, у него большие сложности. Пещера, ну, нуждается в реконструкции, все, что вокруг, да, инвестирование серьезных средств для того, чтобы она стала более презентабельной, более безопасно по ней было бы передвигаться. И думаю, что вызовет большой интерес у большого количества туристов. И не могу, конечно, не отметить ребят, которые, откровенно говоря, я им это и там сказал, что горжусь такими людьми, которые 10-15 лет назад поверили, что можно развивать туризм в Творчале, и занимались этим делом, когда думаю, что абсолютное большинство их знакомых даже говорило им, что это никогда не станет рентабельным, лучше бы вы на берегу Очимчирском районе что-то делали, зачем вы в горах Творчала пытаетесь привлечь туда туристов. Сегодня, ну, диву даешься, глаз радуется, какое количество людей, гостей Абхазии посещают, значит, эти места. И надо отдать должное нашему государству, которое положило прекрасную дорогу, выложило асфальт. А сегодня на любом автомобиле можно туда приехать и увидеть такие водопады от 30 до 100 метров, там 30, 60, 100 метров высотой. Ну, реально очень красивые места, радоновый источник. И когда я говорю объединить в какое-то кольцо, это вот мое предположение, значит, это источники в Кинге, пещера Отапская и, значит, радоновые источники и красота Творчала, в общем-то. Есть такие идеи, мы сейчас будем прорабатывать, значит, вот эти маршруты. Да. Я хочу сказать, Появятся что новые локации, да, да, нам кажется, что объединив эти экскурсии, появится больше желающих посетить все вместе в один день. Есть еще не до конца реализованные проекты нашими знакомыми, друзьями, они вообще в горной части Абхазии. Надеюсь, что и государство будет поддерживать такие начинания, и, в принципе, количество туристов будет увеличиваться в Восточной Абхазии. Более того, хочу отметить, сегодня, кстати, прямо на личную страницу Facebook мне написали с Галского района, ваши коллеги, журналисты, задают вопросы, просят дать интервью, но я через вас хочу передать, вот так отвечу, что прежде чем давать интервью, я хочу приехать в Галский район, посмотреть, что мы можем предложить туристу, как гостю, который может приехать на экскурсию. А потом уже буду готов дать интервью. Мы не забыли о Гальском районе, пусть никто так не подумает, просто эта поездка будет в ближайшее время осуществлена. Я хочу, вы спросили о направлениях, вот я сказал вам про Восточную Абхазию, но есть и кое-какие инициативы и идеи. Сейчас в ближайшей прям перспективе мы озвучим их, когда подготовимся. Вы знаете, есть такое понятие горный туризм. Кто-то его называет еще, ну, он чуть-чуть отличается, сельский туризм от агротуризма. Но в принципе это одно и то же. Я считаю, что так расположена наша страна, что даже от самых там далеких сел до побережья, ну, 20 километров. Да. Это максимум, да, который мы знаем, а есть еще гораздо ближе. Мы всегда в Абхазии, любое руководство страны всегда говорит следующее, что надо привязать туризм с сельским хозяйством. Так вот, мне кажется, сквозь призму вот этого направления мы как раз туриста можем привести в село. Что это будет означать? Я хочу, чтобы мы увидели в наших селах гостей, которые от городов-миллионников, от этой суеты хотят отдохнуть в тишине, в спокойствии, в сельской местности. Они, прибывая в наши села, могут, значит, для себя открыть
какие-то интересные вещи, например, так связанные, да, вот в Кутол видели вы Вот я хотела сейчас поездку буквально, руководства да. Абхазии, как это было поддержано. На первом же моем заседании Кабинета министров мы вот, значит, услышали хорошие новости, что абхазские государственные предприятия закупать теперь чай для своих сотрудников, там это силовики в первую очередь, будут у вот этой компании, которая этим занимается. Но вы представьте себе, что турист, которого я привезу в Пчелов, говорю, в Кутол. Кутол, он будет отдыхать в какой-то семье, платить деньги за то, что он там пребывает, значит, его будут кормить домашней едой, которую люди потребляют сами, и он может себе позволить, если ему это интересно, пойти на эту плантацию, посмотреть, как организован процесс выращивания чая, сборки чая, фасовки его и так далее. Погружение Я думаю, в культуру, да? Думаю, То что есть, это ему будет очень интересно. И хочу вам сказать, что таких сел у нас очень много. У нас что не село, то очень интересные люди, которые умеют работать, у которых можно многому научиться. Как мне кажется, значит, я знаю высокогорные села, где много людей занимается пчеловодством, делают самый настоящий горный мед. Знаю села, где есть много, то есть есть люди, которые занимаются гончарным делом, кто-то занимается кузней, кто вот мы видели еще раз Кутол про чай, я сказал. И таких направлений немало. Но как мы можем помочь нашим людям и как это сделать? Как мне кажется, Минтуризм будет, если можно так назвать, значит, сертифицировать некие дома, которые готовы для того, чтобы принимать гостей. Потом это будет размещено на нашем сайте. Наш сайт убедительно попросит туроператоров, чтобы мы рекламировали. И таким образом сработать. Да, безусловно, нужно работать с населением, разъяснительную работу проводить. Нужно в районах, чтобы, значит, правоохранительные органы серьезно работали в этих селах, где будут наши гости отдыхать. И мы надеемся, что в итоге это станет новым классным направлением, и наши люди в селах получат дополнительный доход, и много гостей увидят в своих домах. Это вот одно из направлений. Есть еще одно интересное направление, когда мы говорим горный туризм. Кстати, хочу отметить, что очень мало сегодня в Абхазии отелей или мест размещений, как хотите называйте, глэмпингов, чего-то еще в горной части Абхазии. Очень мало. И одним из них я владею и живу на такой территории, у меня там небольшое количество номеров, и в прошлом году мы открылись, я видел, насколько это интересно людям. Есть потребность. Да, вы знаете, в июле-августе месяце, даже до конца сентября у нас было забито. Все наши небольшое количество номеров были заполнены. Хочу вам сказать, что цена достаточно высокая была. Тем не менее. Да, и тем не менее люди приехали, потому как это интересно. Люди хотят отдыхать за городом, в горах. Это интересное направление, надо его развивать. Хочу сказать еще кое-что. Значит, в России есть программа. Я изучал, мне было интересно, когда я начинал строиться, поддержки такого направления, как глэмпинг. Глэмпиньеров поддерживают, субсидируют. У нас, кстати говоря, есть программа Министерства экономики. И хочу отметить, что благодаря этой программе я начал вообще строиться. Первый этап был связан с этой программой. Это великолепно. Есть программы минсельхозовские, которые тоже интересны. И думаю, что вот как новое направление, если мы будем говорить с руководством Абхазии, предложить тему горной Абхазии, развитие горного туризма через глэмпинги, через глэмпиньерство. Очень надеюсь, что и в России нас поддержат, так как поддерживают много программ. Буду надеяться, что договоримся и о такой программе в Абхазии. Ну, как пример Республики Северного Кавказа, как раз и вот осуществляют такого рода проекты, государство поддерживает, и вот непосредственно в горах имеется очень много мест размещения такого сегмента. Да, просто у них государство сильное, у нас более немножко другие масштабы. Но тем не менее тем не будем менее, стараться. да, я к тому, что, конечно же, хорошо было бы развивать туризм в разных направлениях. Кто-то предпочитает отдых на море, кто-то в горах. И хорошо было бы с учетом наших климатических условий, безусловно, чтобы во всех направлениях мы развивались в туриндустрии. А вот вы представьте еще, извините, перебил вас, вы сказали разные сферы, направления,
много интересных проектов, там событийный туризм, проект «Мандариновый фестиваль», это мандариновая елка. Да. Вы не представляете, какое Резонанс количество какой, да. людей мне лично написали, мои друзья, Сербия, Австрия, Турция, которые писали, видели эту фотографию и говорили, это Восхищение. классно, молодцы. Очень приятно, что у нас есть такие инициативные люди. Я очень люблю инициативных людей. Надеюсь, что мы сможем сотрудничать. И вот с такими людьми, которые будут предлагать хорошие, классные идеи, государство обязано поддерживать. И мы поддержим любое такое начинание, потому что это вызывает фурор. Ну вот мы сейчас с вами говорили по направлению гастротуризма и агротуризма. И не могу не отметить, что совсем недавно в селе Лабра открылся такой ресторан, ориентированный на национальную кухню, безусловно, но окруженный виноградниками. Этот проект также был осуществлен при поддержке государства. Помимо этого, также в Восточной Абхазии вот я лично знакома с владельцем фирмы производства мидий. Тоже это может быть одним из туристических объектов относительно как раз вот гастро- и агротуризма. Я думаю, что это тоже своего рода новшество для нашей страны, но для туристов извне это будет безусловно интересно, потому что приезжая в Абхазию, не только можно, да, отдыхать на море, там, гулять по набережной, а хочется погрузиться и в культуру, и в традиции, безусловно, в кухню нашу национальную. Я думаю, что вот за счет этих сегментов расширяется вообще диапазон туристический. Но не могу не задать вопрос касательно инфраструктуры и общепита. Вот как дела у нас обстоят вот на сегодняшний момент, какие есть положительные шаги, какая динамика и что нужно еще предпринять для того, чтобы уровень страны все-таки в этом направлении возрос, Да. на ваш взгляд? Спасибо. Мне сложно сказать по уровню сейчас, как, смотря с чем сравнивать в первую очередь. Но тот проект, о котором вы сказали в селе Лабра, ну что можно сказать, великолепно. Дай Господь, чтобы абхазское государство могло всегда поддерживать инициативных, идейных людей, бизнесменов, которые в свою очередь и труд свой, и финансы свои вкладывают в развитие села, пусть это через ресторан, через, в будущем, я насколько знаю, там завод будет, да, по производству вина. Прекрасно. Только таких мест должно быть еще больше. Мы столько сказали про Восточную Абхазию, но вы знаете, что у нас есть подведомственные РУПы, это как раз Новая Афонская пещера и, значит, РУП курорт Пицунда. Как раз буквально в ближайшее время собираемся проехаться, посмотреть. Мне всегда интересно, мы уже встречались, общались с руководством, но все же хотим посмотреть на месте, послушать людей, работающих в этой сфере, чем мы можем поддержать, чем может министерство помочь для того, чтобы создать какие-то новые условия, может быть, для роста. Да? И в том числе, конечно, обратим внимание на то, как эта сфера развивается. Сегодня мне очень... Ну, то есть мне нелегко сказать о цифрах, я о них не знаю, насколько больше ресторанов появилось, качество как. Ну, мы каждый день глазами это видим. Вы знаете, в Сухуми, слава богу, есть выбор, куда может сходить наш гость. И в Сухуми мы сами имеем выбор, мы знаем хорошие заведения, где на высоком уровне кухня организована, да. Но в районах пока не знаю. Вот в ближайшее время будем ездить, смотреть, насколько люди готовы к сезону, на каком уровне у них все там работает. Будем надеяться, что на высоком уровне. Будем надеяться, что все-таки уровень мы будем повышать во всех отношениях из года в год. Другое дело, что мы должны это делать не эволюционно, а революционно, потому как мы опаздываем. Немножко отстаем, ни для кого не секрет. Мой товарищ недавно позвонил мне один, ну, буквально вчера, и говорит, ты знаешь, говорит, я отдыхал в одном городе, не хочу называть, чтобы рекламу не делать, в одной стране. Я, говорит, тебе советую взять большую группу людей с собой. Я готов это типа там поддержать вашу поездку даже, чтобы вы посмотрели на тот уровень сервиса, как обслуживают здесь людей. Вот вы, говорит,
я, говорит, просто не представлял, что так могут обслужить человека, который приезжает как гость отдыхать в тот или иной отель. И эта делегация, говорит, должна быть не только Минтуризма, да, сотрудников, может быть и директоров пансионатов, гостиниц. Даже они должны для интереса Повышать посмотреть уровень, и да, повысить свой квалификации, уровень, да, безусловно, да. Напитываться. смотреть, как развиваются. Насмотренность должна, Да, да. Она абсолютно важна, точно. она Это очень важна. важно. Я вот вспомню в бытность там депутатом парламента какие-то страны, когда посещали, знаете, так жадно пытался учиться, образовываться, там, смотреть, что там происходит, как по-новому, какие подходы применяются, да, там, Почему бы и в нет? странах. Хорошо бы И это перенимать опыт, интересно. да, Это очень других интересно. стран. Я думаю, мы этим должны заняться. А вот по поводу агротуризма еще раз вернусь. С 70-х, 80-х годов в Европе это развивается направление. Сегодня ну, достаточно сильно развито. Но в Российской Федерации это не так давно начало развиваться. И пока, может быть, ну и Россия сама большая страна, да, может не те показатели, однако есть очень успешные проекты. Вот сейчас буквально, думаю, чуть разберемся, в сезон вступим, потом будем думать над тем, чтобы, значит, может даже вживую посмотреть, как это развивается у людей на практике, да, какие проблемы, с чем они сталкиваются, чтобы попробовать на чужих ошибках научиться. Обычно это очень тяжело, я и по своей жизни знаю, даже в любом, вот в строительстве возьмите, что-то вы строите, вам кажется, что можно научиться на чужой ошибке, но нет, пока сам шишки не набьешь, ничего не меняется. Опыт Да, важен, конечно, опыт очень важен, безусловно. конечно. И, безусловно, хотелось бы обговорить и вот еще что, это будет важно услышать нашим людям, которые занимаются туристической деятельностью. Значит, у нас, к сожалению, закона о туризме нет современного. У нас пока нет концепции развития туризма, как краткосрочной, так и долгосрочной. В ближайшее время она появится. А что касается закона о туризме, хочу, не знаю, обрадовать или как людей, я думаю, что это будет приятно услышать. Значит, сегодня на совещании мы решили, что с завтрашнего дня собираем экспертную группу небольшую, которая тезисно осовременит и придаст новый вид нашему закону о туризме, а потом будем выходить на правительство, на, значит, парламент и будем просить наших друзей ускоренно принять закон, чтобы к следующему туристическому году у нас был закон о туризме. Потому что сквозь призму такого нового закона вот эти вопросы, которые вы поднимали по демпингу, по нелегальным экскурсоводам, вы знаете, есть большая проблема. А там, извините, пожалуйста, до 600-700 граждан Абхазии работает, 600-700 семей. Да. Это умножьте на 3-4 человека, и вы поймете, о чем речь. Это молодые люди. Мы не можем не поддержать этих людей. И, опять же, никого не обижая, но надо соблюдать те законы, которые есть в нашей стране. И усиливать эти законы для того, чтобы защищать интересы наших граждан, вовлеченных в туристическую сферу, которые зарабатывают на туризме за 3-4 месяца и содержат свои семьи. Не могу не спросить, вернее даже не отметить, что развитие и успех любой страны напрямую связан с ее культурной составляющей. В этом направлении вот хотелось бы, конечно, иметь понимание того, как туристическая сфера будет развиваться в тандеме со сферой культуры. Вот как мы все наблюдаем с недавних пор, в стенах нашей Новоафонской пещеры проводятся концерты, да, ряд мероприятий музыкальных, которые имеют колоссальный успех как у местного населения, так и у гостей нашей страны. Нельзя не отметить большое количество памятников христианства на территории нашей страны, которые точно так же являются таким объектом восхищения наших гостей. Богатейшая архитектура, музыкальные какие-то наши, да, вот мероприятия, которые в период туристического сезона особенно активно осуществляются на территории Абхазии. Вот как вы можете прокомментировать вот такого рода синтез деятельности
в период туристического активного сезона, активной работы между туробъектами, объектами общепита, да, вот, скажем так, и плюс каких-то наших культурных объектов. Было, спасибо, очень интересный, во-первых, Я думаю, вопрос. что такая ремарка. Все-таки, конечно же, когда любой человек, приезжающий в ту страну, в которой он хотел бы отдохнуть, для него немаловажное значение имеет как бы осознание и погружение в культуру и традиции того народа, который населяет ту или иную страну. Это имеет особый, да, такой аспект. И поэтому я думаю, что Абхазии, можно сказать, ну, уверенно могу сказать, что как никакой другой стране есть что показать, есть чем гордиться. И я думаю, что если это будет работа правильно выстроена в таком тандеме с рядом организаций, да, и ведомств, я думаю, что начинка будет очень серьезная и интересная для наших гостей. Вот в этом направлении хотелось бы пообщаться. Ну, еще раз спасибо. На самом деле очень интересный вопрос, интересная тема. Наверное, ей может быть посвящена отдельная Да, передача. хотелось И бы, боюсь, что сейчас свое мнение, мое мнение, может быть, будет непрофессиональным. У нас много людей, которые занимаются культурой, вы знаете, да. Но хочу вам вот что сказать. В первую очередь, конечно, любой человек, посещая страну, уровень отеля, кондиционера, кровати, размер номера, все это имеет значение. Но человек хочет и культурно обогатиться, узнать историю этого народа, культуру этого народа, познать его. И в этом плане нам, конечно, есть чем гордиться. У нас прекрасные люди. Мы вообще как народ держимся на нашей культуре, на нашем языке. Сложно себе представить небольшой народ по количеству, который бы, да, по численности, тем более на той территории, где мы живем. У нас есть наши братья, живущие в других странах, но здесь, которые бы могли сохранить государственность, безусловно, с проблемами, развивать ее все эти 30 лет. Мы знаем о своих проблемах, о своих минусах, но тем не менее, значит, этот народ жив, он будет жить и будет развиваться. И такой народ не может быть неинтересен тем людям, которые сюда приезжают. Вы знаете, что у нас есть, ну, поистине великие культурные деятели, люди, которые оставили уже след при жизни свой, да, след в мировой культуре. Это Хибла Кирзмава, когда проводит свои концерты в Абхазии. Да. Фестиваль, да. Какое количество людей, Алиса Гицпа, вот вспомнил сейчас, какое количество туристов хочет посетить. Лука Гаделия. Все правильно. Я же говорю, если я кого-то не назову, то очень большое прошу прощения, потому как, скажем так, не профессионал в культурной деятельности, да, и вот по этой причине. Но что я хочу отметить, вот я вам расскажу одну историю. Значит, 2014 или 13-14 год мы с нашими друзьями расписали проект этнопарка в Абхазии. Наш проект должен был осуществиться в селе Калдахвара. Мы его не смогли реализовать, потому как с финансами были проблемы, но подобный проект реализован на территории вот сегодня этнопарка в Гудаутском районе. Вы посмотрите, какая красота, вы посмотрите, сколько довольных лиц, людей, которые приезжают, посещают, смотрят, видят, как значит, развивалась Абхазия, кто такие абхазы, чем они занимались. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство этого парка за то, что они смогли создать его. Другое дело, что надо его поддержать, сделать так, чтобы он развивался, и чтобы количество гостей было еще больше, которые посещают этот парк. И я считаю, что вот такие проекты нужно, конечно, поддерживать. А что касается дальнейшего развития, ну, вы знаете, что новое старое руководство Министерства культуры, мы тоже в хороших, теплых, добрых отношениях. Я очень надеюсь, что мы найдем, значит, точки соприкосновения для того, чтобы сделать что-то новое, интересное для наших гостей, которое будет представлено, где будет представлена наша культура. Кстати, я живу в Сухумском районе. Недавно на одном из совещаний руководство Абхазии доложил, что огромное количество людей своим ходом, не через какие путевки, не через каких туроператоров, приезжают на
Венецианский, Беследский, мост Царицы, как угодно, да? Да. И проводят там время, фотографируются. Но я думаю, что там надо сделать освещение, установить лавочки, чтобы Окультурить людям, немного, да, да. окультурить. И думаю, что надо просто проехаться по таким местам совместно с Минкультом, потому что эти объекты относятся к ним. А Да. таких объектов в Абхазии Историко-культурного много, наследия, да, и тоже. нам нужно сделать так, чтобы они выглядели достойно, чтобы людям было комфортно пребывать на этих территориях. Интересно тоже, да. Да. Я замечаю просто, когда проезжаю каждый день, и хочется... Но я думаю, выглядело. что еще благодаря социальным сетям гости нашей страны как раз и находят, да, такие интересные места для себя, которые могут их чем-то удивить, впечатлить, исторической какой-то направленностью. И это важно. И я думаю, что с нашей стороны нужно как бы немножко шаг сделать навстречу нашим гостям, нашим Абсолютно верно. туристам. И это для того, чтобы как раз вызвать еще больше интерес в как раз направлении туристической индустрии нашей страны. Вот последний вопрос, наверное, сегодняшней нашей беседы. Какие, на ваш взгляд, перспективы туристической индустрии на ближайшие несколько лет вы видите? И, быть может, какие-то уже там наработки осуществляются, и у вас есть какая-то, может быть, ну, какой-то, может быть, алгоритм, на ваш взгляд, который мог бы сделать такой прорыв? Так, отвечу на этот вопрос. Мы поддержим все то, что у нас есть, будем стараться развивать то, что у нас есть, поддерживать его. Но если можно говорить о чем-то новом, хочу, чтобы Всевышний помог нам реализовать те проекты, о которых я сказал. Это в первую очередь сельский туризм и горный туризм. Очень хочу, чтобы мы помогли гражданам нашей страны, сельскому населению, для того, чтобы мы привели туристов в село, чтобы люди почувствовали то, что государство заботится о их быте, заботится о том, чтобы эти люди могли заработать у себя дома, чтобы они не покидали Да, не села, выезжая, не да, теряли мы обовязково. свою культуру и язык, которая зыждется на абхазском селе. Ну, когда говорю абхазском, я Да, имею в да, виду на селе в целом. безусловно. Да. По этой причине очень надеюсь, что наши начинания поддержит Всевышний. Руководство Абхазии поддерживает нас, сказала, во всем поддержит. И вот я буквально вчера после поездки в Восточную Абхазию успел пообщаться с премьер-министром. Мы говорили о том, что нужно поддержать МУП, да, там пещера Отапская, что нужно сделать, как надо его развивать. Есть какие-то мысли, вот об этом кольце говорил, на что получил убедительный ответ, что буду поддержан, будут эти инициативы все поддержаны руководством Абхазии. Очень надеюсь на то, что мы сможем вот такими проектами развить абхазское село, и чтобы наши люди, живущие в селе, жили достойно, зарабатывали деньги и не искали непонятных сложных работ за пределами, да, уезжали Не покидая из-за того, чтобы собственных покидали, домов, да, да. собственные дома, собственные дворы. Не хочу дальше говорить, что еще оставалось без присмотра и так далее. К большому сожалению, так тоже бывает. Поэтому, еще раз повторюсь, задачей номер один, хочу сказать, поддержать все, что есть, стараться развивать. Но если говорить о новых направлениях, это горный и сельский туризм. Вот чем я хочу, чтобы мы занялись вплотную нашим ведомством. Спасибо вам за беседу, Астамур Умарович. До свидания. Спасибо, спасибо.